nad čašom rida, dok čika Đura iza okna smeši se, klanja si smeši, damama šešir skida. Zapevaj struno meni za ljubav, Đuri za večnu slavu, rasprši večeri ceklu, hoću da nazdravim rujnim vinom, da pijem za poetu. Продолжая российскую культурную традицию романса, я тоже пишу романсы, и вот хочу в Бабаранке подарить один из них. Ни дня, ни вечера, ни ночи, ни жизни горестной земной, лишь только очень, очень, мерзко летит предо мной, лишь только очень, мерзко летит предо мной. Родились листья, гуляла подлая молва, но так счастливо, но так мило, нас были чувства и слова, но так счастливо, но так мило, нас были чувства и слова. Чашу грусть и бездонно, и весь мир разлучит нас, не стоит любви не стонно, единый искренний глаз. Не стоит любви не стонно, единый искренний глаз. Коль собралась такая, в общем, дружная компания, вот для такой хорошей компании, в старинной русской манере, я спою такую песню, которую написал для друзей. Как ни бой, ни труд, серебрятся годы, половина пути я далеко, половина пути для лет, половина середина лет. И лишь бы словно круговая чаша летала между нами песня наша, а мне все, что в этой жизни нашей. И как река, издалека, 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 пускай подольше и еще немного, зовет, как прежде, за собой дорога. Будет мне всегда подмогой твоя рука, твоя рука. Что припомнить могу, только моцвет птичий, только смех, только взгляд девичий, то удачи мелькнет, то душа за мной, все мое со мной. И
круговая чаша, близка нами песня наша, а в ней все, что в этой жизни нашей. И как издалека, пускай погонщик еще немного, зовет, как прежде за собой дорога. И мне всегда подумал, твоя рука, нас печаль, обойдет едва, лишь бы наших врагов они затоптали, лишь бы воля жила сладкой отравой. Ничего никогда, ничего не надо, и лишь бы солнце круговая чаша, близка за нами песня наша, а в ней все, что в этой жизни нашей. Прекрасные стихи слободанки, особенно вот производят впечатление, произнесенные ей в начале на сербском языке, эпические, героические. У меня сравнение такое, как будто это или слово о полку Игореве, или наша былинная поэзия. И вообще слободанка, она будет наше сознание, именно русское сознание. И просьба ко всем, кто сейчас здесь присутствует, сказать о будущих сербско-русских вечерах всем своим друзьям, чтобы больше нас приходило сюда. Чтобы больше приходило, и чтобы мы узнавали друг друга, значит, чтобы действительно была русско-сельская дружба. А после такой прекрасной музыки я почитаю два стихотворения. Несколько лет назад меня спрашивали, я в нашем маленьком городе читала свои стихи, был мой вечер творческий. Меня спрашивали, а почему слободанка вы не пишете любовные стихи? А мой ответ был, я пишу только о любви, но вы просто не умеете читать мои стихи. Народ, заклинаю тебя знаменем небесным, золой очага и плугом отцовским, запахом хлеба и молоком материнским. Не дай им, торговцам и самозванцам, детей твоих обратить в свою веру, купить за тусклую позолоту, кишащей змеями глины. Не дай им со смехом рассечь общий корень, напоив его ядом, злодейски в спину из-за угла поразит на плечи приявшего кровью. Не дай им могил наследия дедова, что сберегали отцы веками. О, Господи, уже ты не видишь, как вновь они твоего распинают сына. На Афоне апостоли поют, волки сбиваются в стаю, нам же грудь пронзает трепет сладкий, у причастия ли, в день крестной славы, терпкой раной сливового сада. Наши кисти лозой расцветают, за выгоном хлеба колосятся вольно, множит благо левада, чтоб своими быть всегда нас довольна. Мы поста и молитвы чада. Колокольный звон плывет над Чиландаром, на Афоне апостоли поют, слезы с Голгофы омывают,
причешених гордо вскинутые глави. Четвервьем и плечи расправляем, мы, дети Неманича Саввы. Это нашим святом Савве, посвященный сельскому народу, это вкусное время. Я счастливая женщина. Могу сказать, что живя в России, мне нелегко, но я и чувствую такое счастье, потому что я так много узнала людей, так много узнала про Россию, так много красивого здесь увидела. Знаете, я была в Греции. В Греции вы ощущаете аромат православия и жизнерадостности. Они очень темпераментные, очень музыка, у них очень шумные. В Италии они хитрее, так любезнее, так. Ну, знаете, всегда надо осторожно. В Чехии я была, даже в Чехии удивлена была, когда они, как наши хорваты и словенцы, плачут просто за немецкими сапогами. Это правда. А в России, что я чувствую, несмотря, это действительно трудно, инфляция, все так и есть, в России, полиция вчера концерта, это русского человека, чувствуете аромат души. Это правда, это чувствуете, что так, несмотря на то, что увидите такое чувство, аромат души русской, не случайно сказано «Святая Русь». Это правда, и с Россией ничего не случится, но что это испытание, именно потому что Святая Русь должна пройти испытание, как и Сербия, потому что вы не знаете ли нет, Сербия тоже называется небесная Сербия. Только это Россия и Сербия в мире не одна страна, я не знаю, чтобы такое название могли иметь. Только Россия и Сербия. Приведите меня к нему, хочу увидеть этого человека. Это слова Есенина, Сергея Есенина. Знаете, благодаря Валентину Суховскому я попала в зале Славянское собрание, так называется, когда отмечался юбилей. Тогда услышала голос Сергея Есенина. Даже я после того вечера я сказала, сейчас мне не жалко умереть, потому что я единственная сердце, которая услышала запись и голос Сергея Есенина. Но на этот вечер я сказала тоже одному человеку, который был в нашей компании, приведите меня к этому человеку, я хочу познакомиться с ним. Это господин Кобзев